нолик даже в этом. В рекорде 20-0 даже я знаю пацанов, которые в Dana White Contenders попасть. А Всевышний Аллах так сделал то, что я 6-7-0 уже могу там претендовать, драться. Они заинтересовались сами, например, то, что меня поставят в Dana White Contenders. Ну да, ну слушай, это шанс, так или иначе. Ну то есть это можно либо использовать, Я либо еще нет. полностью решился, я думаю, сейчас еще чуть время пройдет с командой, с братьями, подумаем, что как. Хорошо, да, когда есть такой выбор, ну, с какой стороны. Конечно. То есть ты такой сидишь, думаешь, блин, ну, UFC, а может быть здесь титул, и такой, ну, надо что-то порешать, надо что-то порешать. И все такое, слушай, а кто твои дела ведет, ну, как менеджер? Так, Ему же позвонили, не тебе? ну, у меня в Америке есть брат, да, Дэн Фирдаус. Но у меня же менеджеры, братья Каба, у меня менеджерская это. У С ним. тебя first round management. Да, у меня же с ними контракт. Они что делают? Да, да, братья Кава, если кто не знает, это значит менеджеры Хорхе Масвидаля, бывшие менеджеры теперь уже Джон Джонса, к сожалению. Ну, такие, да, серьезные ребята на этом рынке. Вопросов нет. Вопросов нет. Ну да, они доказали то, что серьезно относятся ко мне, к своему делу. Слушай, а ты, вот когда я не знаю, ты видел это или нет, Камил Гаджиев же специально вышел во время турнира и сказал, чтобы все вели себя спокойно, потому что бой рисковый и все такое. Было такое, что ты сам кому-то говорил, ну, потому что у тебя, ну, к тебе прислушиваются, да, чтобы ты сам говорил, что, ребята, не надо срывать этот бой, он очень там мне важен и все такое. Ты знаешь, я уже когда 2-3 часа до боя оставалось, мне братья говорили: эй, вставай, кушай что-нибудь, ну настраивай себя. Ты лежишь, я им говорю, короче, я до тех пор, пока мои руки не затемперируют, я не поверю, что этот бой сейчас будет даже. Они посмеялись, говорят: да будет, иншаллах, давай вставай. Потом вещи собрали, даже я второй бой прошел, у меня был 11-й бой. Я сразу на трибуну пришел и 9 боев ждал там. Ну, я мог я за 3 часа, за 4 часа до своего боя пришел. Но вот так ждал, чтобы этот бой случился. То, что, не отменили в этот раз тоже. А ты кайфуешь от обстановки? Вот от такой? Ну, когда в зале реально шум Ну, не такой достаточно сильный. Ну, кайфую, ну, в хорошем смысле слова, да? Понятно, что ты там не на релаксе. Ну, очень приятно. Столько моих земляков, братьев приходят. Это вообще, не описать словами. Как А приятно. это же, по сути, ну, ваш вечер был. Ну, так или иначе, там, да, кто-то проиграл, понятное дело, кто-то не выступил, но так или иначе ты выиграл, у вас есть чемпион. Кстати, Да. ты видел, когда у него кость торчала из плеча? Если честно, отрывки видел потом после боя. Это просто жесть. То есть, ну, чтобы ты понимал, мы сидим в рингсайде, и парни, которые сидят за мной, говорят: смотри, у него из плеча, ну, откуда-то из ключицы торчит кость. И он с ней защищался у клетки, и так где-то было раунд-полтора, потом он что-то сделал там, и она вправилась сама по себе. Может, у него плечо не первый раз так. Я думаю, то, что если бы это первый раз был, он бы не смог бы продолжить это. Ну, стрессанул. Да слушай, мне кажется, там не чувствуешь. Ну, когда у тебя какая-то травма Не, даже, ты... я думаю, то, что это, не в первый раз так выскочило. Если первый раз так кость выскочит, у всех паника начнется там, то все. Но очень хороший, перспективный боец он. Ну, мы с Да, ним 100%. дали, он пахарь. Да, да, просто, ну, реально на работе вытащил этот бой. Что говорить? Ну, все видно. Слушай, знаешь, о чем я тебя хотел спросить? Вот несколько лет назад, когда ты раз за разом там не делал вес, значит, тебя кто только не обвинял в том, что ты недисциплинированный боец. Там уже дошло до того, что Абдулманап Нурмагомедов сказал даже уже, что, ну, таким бойцам, ну, я не дословно не скажу, да, но что-то типа таким бойцам не вместо в лиге и все такое. Ты сам сейчас насколько чувствуешь, что ты изменился вот за эти годы? И в чем ты изменился?
Ну, когда последний раз... Ну, знаешь, я мог бы сделать вес, если бы кто-то мне, например, помогал с этим. Какой-то человек, который гонял, ну, 15 килограмм, 14 килограмм, вот такой вес гонял, он мне, если подсказывал, я бы, ну, запросто сделал бы. А я не понимал, я, ну, не знал, как правильно гонять. Я в то время, когда 3 боя на Гран-при, битва на Волге дрался за пояс, потом за Внуковым в финале дрался. Я сам весил там 79-80 килограмм. И сразу вот так 8, 9, 10 килограмм я гонял, ну, сам по себе. А когда еще чуть вес набрал, 85-84 стал, уже приходилось до 72, уже я не мог, уже я, ну, мне тяжело становилось. И не было человека, который, ну, мне объяснял то, что надо вот так, вот так, вот так гонять. Профессионально. А Что сейчас, что за 2 дня 13 килограмм нельзя согнать, да? Вот эти да, простые советы. я всегда так делал, короче. И прошло время, ну, я узнавал, потом на сборах спрашивал этого, то все. Потом начал в интернете ковыряться, смотреть, как диету делать, как что. И постепенно уже начал относиться к этому очень серьезно. Раньше, да, я, как Абдулманап Нурмагомедов говорил, то, что Нурло серьезно, ну, не серьезно относится, но в начале натуре, да, было чудо то, что задело меня, это, ну, я чемпион, он про меня так говорил. А сейчас я понимаю то, что, да, я вправду, ну, несерьезно ко всем относился. Столько людей приезжали на мои бои с разных уголков России, и я вот так поступал. А сейчас, алхамдулилля, уже я знаю, что как я уже за месяц, полтора месяца начинаю чуть-чуть уже диету делать, спускаться уже постепенно, постепенно. Я 74 делаю даже, не чувствую, так, ну, слегка делаю. От чего ты отказался? Ну, то есть, было у тебя что-то вредное, что ты постоянно там, ну, ел и не мог от этого отказаться, поэтому вес, Да, допустим, держался? 10 дней до боя я все подряд всегда кушал. И когда 10 дней оставалось, я 12-13 килограмм всегда вот так за 10 дней гонял. А сейчас уже за месяц я слегка делаю. Блин, жестко. Ну, прикинь, 10 дней до боя, а ты сидишь там в этом баре, да, колу с бургером. Ты- Да, я так делаю, не отрицаю. Блин, офигеть, офигеть. Как, чем ты объясняешь свою большую популярность? Ну, то есть, в России не один ты из Таджикистана дерешься, но шум, вот именно децибелы, только вокруг тебя такой большой. Ну, как тебе сказать, много таджикских бойцов дерутся. И Аллах дает, чем могу сказать? Эту любовь Всевышний дал всем. Я не знаю, если честно. Я тебя не раскручиваю на то, чтобы ты себя хвалил. Ну Ну, да. просто, я не знаю, вдруг ты что-то такое когда-то сделал, знаешь, из-за чего за тобой стали, ну, следить. Ты, кстати, не думал, тебе предлагали в поп ММА выступить, по кулакам выступить? Да, Мне кажется, ты бы заинтересовался такой темой. Ну, то есть, ты, мне кажется, наоборот, любишь, когда чуть шумно. да не, я вообще не рассматриваю это. Я никогда не позволю этого даже себе. Но предлагали. Ну да. Что предлагали? Ну, подраться ну, не предлагали, намекали, я всем свою позицию, мою позицию, все знают то, что это, ну, вообще отвратительно мне даже, можно сказать. Они просто намекали, я сразу говорил, лучше не надо мне это предлагать. Они, Отвратительно ты имеешь в виду раскрутка, вот эта вся там вот, хайп. гадость, это тоже. Вот это временное, понял? Недостойное. Ну, как правильно сказать, я не могу. Они Но ты имеешь в виду тоже, то, что они делают какие-то грязные вещи, некоторые они люди, тоже, ради того, чтобы хайпануть. ну да, просто, Но я знаешь, с чем столкнулся? Извини, что я тебя перебью прямо на секунду. Я столкнулся один раз, я пришел на конференцию, не скажу какой организации, и в дверь заносили гроб на эту конференцию. Но я, ну,
так, знаешь, почувствовал себя достаточно странно. Ну, в какой-то степени я, ну, такой думаю, блин, ну, типа, и до Как этого уже, ну, дошло. когда толкаешь к этому? Ну, не толкаешь, а спрашиваешь. Да, да, ну, так, ну, А такое, ну, думаешь, мне... я так неприятно себя почувствовал в какой-то момент. Ну, то есть, ты ютуберские проекты не смотришь? Тебя Не-не-не. это не... Окей, значит, у тебя все-таки остается два варианта, значит, титул MC Fight Nights и Dana White Contender Series. И Слушай, ты... следишь ли ты, ну и третий в бокс профессиональный, уйти подраться с Мэйвезером, ну, условно там, допустим. Ну, если я стану популярным в UFC, например, не знаю, если я смогу дойти до пояса там, иншаллах, кто знает, что случится через год, через два. Всякое может быть. Но я с этой надеждой я всегда тренируюсь. Слушай, Поэтому, а тебе важен контракт? Ну, то есть уровень контракта, который тебе предложит UFC, если ты в контендере выиграешь. Ну, то есть, знаешь, есть люди, которые, ну, бойцы, которые говорят, блин, ну, типа, на начальные 10-10 или 8-8 я не пойду. Ну, мне, типа, мало. я хочу историю сотворить то, что первый таджикский боец, который попал. Ну, главное не попасть, кто попадет первый, главное, кто останется долго там. А, а так, иншалла, и попасть первыми долго. А так деньги, чтобы я могу здесь заработать больше денег, чем в UFC. Поэтому, И налога меньше. ну да. Слушай, а как с визой, с американской? Ну, есть у тебя понимание, как ее делать? Потому что если у тебя короткий срок, то надо понимать, как туда лететь. Ну, думаю, с визой все хорошо уже. Делать нечего. Хотя я слышал, один человек в Душанбе сделал, поэтому, ну, я думаю, что там можно порешать некоторые вопросы. Слушай, с чем ты связываешь, ну, подъем реально таджикских бойцов вообще в мировых организациях? Ну, смотри, Лоик второй год подряд дерется за лям. Ну, Мгм. второй сезон подряд. Ну, Муину там не повезло, понятно, да, в какой-то степени. Наимов тоже прям вот около двери UFC стоит уже, ну, год, наверное. И, в принципе, вы все около, да, UFC, ну, вокруг мировых организаций. С чем ты связываешь подъем такой? Ну, я не знаю, нужно еще побольше пахать, чтобы попасть туда. Выиграть хороших, драться в хороших организациях. Насчет Лойха, что могу сказать? Он доказал, иншалла, еще пояс выиграет. И если хочет, он сейчас может даже в UFC попасть. Ну, у него сейчас впереди бой, поэтому. А Мухаммад, у него, у Мухаммада тоже был шанс попасть туда, но он не попал, не получилось. Это по воле Всевышнего, может, ему это к лучшему. У Муина тоже, он хороший тоже боец. Но когда они дрались, когда они выступали, я еще не выступал. Ну, по воле Всевышнего он тоже не попал. Остался, не знаю, может, Всевышний дал такой шанс мне. Узнаем, как говорится, узнаем. Слушай, а ты представлял себе где-нибудь в мыслях, как ты, если ты встречаешь Дэна Уайта, что ты ему говоришь?